Здравствуйте, в эфире новости, в студии Джангал Мырза Дуйшинбекова. Слезы утраты, прощальные слова. Сегодня прошли похороны погибшего в ДТП вице-премьер-министра Темира Джумакадырова. Его предали земле на Аларчинском кладбище. Этому предшествовала гражданская панихида, на которую собрались сотни людей. Церемония прощания проходила перед зданием Кыргызского драматического театра. Траурную речь в память об усопшем сегодня говорил президент. Сквозь слезы Алмазбек Атамбаев признался, что Темир Джумакадыров – тот человек, который в будущем должен был возглавить страну. А вот родственникам погибшего слова и вовсе дались нелегко. Убитые горем, они говорили о дочерях, оставшихся без отца, и о службе, которую нес Джумакадыров, работая в международных организациях и в должности высокопоставленного чиновника. Траурные костюмы и поникшие лица. Все они, может, тысяча, может, больше, пришли проводить в последний путь человека, гибель которого тронула каждого кыргызстанца – Темира Джумакадырова. Чиновника, который внушал людям доверие, который всегда обществу представлялся как ярый борец с коррупцией. Гражданская панихида состоялась на площади перед Кыргызским национальным драматическим театром, напротив Дома правительства, где ему удалось проработать в должности вице-премьер-министра всего 1,5 месяца. Трагическая случайность оборвала его жизнь. 7 октября в селе Садово Московского района произошло ДТП. По предварительной версии патрульной милиции, КАМАЗ, вероятно, совершая обгон, столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, в котором находился Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джемгарчиев и водитель Нурбек Муканов. Все трое погибли. Похороны проходили, как подобает в таких случаях. Солдаты роты почетного караула под траурные звуки духового оркестра несли портрет, венки, а после – тело погибшего. Такие почести не случайны. Несмотря на свой молодой возраст, он сделал стремительную карьеру на госслужбе. Темир Курмангазиевич родился в Балыкчи, окончив среднюю школу имени Кирова в Челпунате. Поступил на факультет международных отношений Института интеграции международных образовательных программ в Национальном университете. Работал программным координатором проектов ПРООН и Европейского Союза. В 2009 году был экспертом аналитического отдела секретариата президента. С 2013 начал свою работу в Совете обороны, а с 2015 возглавлял его до тех пор, пока в августе этого года не был назначен на должность вице-премьер-министра по вопросам безопасности. После скандала с его коллегой Дуйшинбеком Зилалиевым Темиру Джумакадырову поручили возглавить республиканский штаб по организации выборов. Ставшая для него роковой поездка была рабочей. Он направлялся в Таласскую область, проверить в регионе ход подготовки к голосованию. Последнее слово в память о погибшем вице-премьере говорили лишь двое – президент страны и дядя погибшего. Уважаемые мои сограждане, сегодня мы прощаемся с человеком, с которым я развивал очень большие надежды. Это был будущий лидер страны, один из лидеров страны. Абсолютно честный, проницательный и не по годам мудрый. Он очень много сделал для страны в борьбе с коррупцией, в реформировании силовых структур. И он видел очень далеко. Это был человек не по годам проницательный, мудрый. Я часто с ним советовался. И отправляя его на должность вице-премьер-министра, я сказал ему: Темир, ты тот, который в будущем будет премьер-министром, президентом страны, рано или поздно. Поэтому ты должен посмотреть, как работает и правительство. Темир Джумакадыров был как звезда, которая сверкнула на небе, и черные тучи закрыли от нас эту звезду. Но свет этой звезды, он останется в наших сердцах.
Глава государства едва сдерживал слезы. Сказанная им столь проникновенная речь дала понять, как много значил погибший лично для него и для всей страны. Тяжелее всего пришлось самым близким Темира Джумакадырова. Боль утраты лишила их всяких сил. Несмотря на его молодой возраст, среди родственников Темир был особенно отзывчивым, проницательным, открытым человеком. Имел большой авторитет не только в семье, но и среди народа. Наблюдая за тем, как он поднимался по карьерной лестнице, мы все радовались искренне, восхищались его достижениями. Прощай, наш дорогой Темир. Молим Бога, чтобы твои 3 дочери жили долго и счастливо. Уважаемые соотечественники, пусть лучше бы он остался жив, чем занимал все эти высокие должности. Усопшего вице-премьер-министра Темира Джумакадырова предали земле на Аларчинском кладбище. Под ружейные залпы за упокойную молитву прочитал муфтий Максат Токтомушев. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС. Отметим по факту ДТП, в котором погибли вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник и водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель КАМАЗа постановлением Первомайского суда Бишкека на 2 месяца водворен в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Известно, что 25-летний житель Панфиловского района арендовал грузовую машину и занимался перевозкой пшеницы. В пожаре на московском рынке пострадали как минимум 2 человека. Кыргызстанцев среди них нет. Об этом сообщили в посольстве нашей страны. Возгорание торгового комплекса «Синдика» произошло накануне. По сведениям российских СМИ, огонь охватил по разным данным от 55 до 100 тысяч квадратных метров. В тушении была задействована авиация. Из-за сильного огня здание начало рассыпаться, обрушилась кровля и часть стен комплекса. К этому времени были эвакуированы все продавцы и посетители. Тем не менее, несколько человек обратились за медицинской помощью в результате отравления угарным газом. По предварительной информации, ущерб от пожара оценивается приблизительно в 5 миллиардов рублей. За 2 дня в ДТП на дороге Бишкек-Ош погибло 6 человек. Вчера утром неподалеку от города Каракуль столкнулись бензовоз и легковушка. В результате находившиеся в Хонде Фит 2 мужчин и 3 женщины от полученных травм скончались. По неуточненным данным, все 5 были членами одной семьи. Причины ДТП сейчас выясняются. Другая смертельная авария произошла в Ноокенском районе на 411-м километре трассы. Как сообщили в МЧС, спасатели которого работали на месте ДТП, столкнулись КАМАЗ и Мерседес Спринтер. Водитель последнего погиб на месте. Также пострадал пассажир бусика. 33-летний водитель грузовика был госпитализирован. Оперативники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями задержали за взятку подполковника службы общественной безопасности ГУВД столицы. Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы был взят с поличным при получении 8 тысяч сомов в обмен на разрешение приобретения оружия. Незадолго до этого, как информирует Финполе, этот же сотрудник милиции получил еще порядка $100. Прокуратурой Бишкека заведено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Общественники, наблюдающие за ходом предвыборных процессов, вновь говорят о нарушениях. Административный ресурс, по их словам, с приближением дня голосования набрал внушительные обороты. На местах для оппонентов кандидата от СДПК создаются искусственные препоны, а жалобы на нарушения не находят адекватной реакции со стороны ответственных органов. Лишь мизерная их часть, по данным наблюдения активистов, стала предметом рассмотрения в Центральной избирательной комиссии. К примеру, многочисленные жалобы о том, что ряд руководителей госорганов, командированные в регионы с целью агитации за указанного кандидата, так и остались без внимания. Или, к примеру, вопросы, связанные с так называемой формой 2. Реакции по ним тоже не было. Активисты говорят, все это порождает недоверие к организаторам выборов.
По словам независимых наблюдателей, жалобы на применение административного ресурса на себя испытывают как кандидаты на пост президента, так и рядовые граждане. Как сообщают из штабов кандидатов в регионах, они элементарно не могут найти место для встречи с избирателями. Даже при достигнутой договоренности в назначенный день стадионы или дома культуры в срочном порядке оказываются либо занятыми, либо закрытыми на ремонт. Работников бюджетных организаций, например, таможни или Северэлектро, по словам наблюдателей, кроме участия в предвыборной агитации, обязывают склонить в пользу определенного кандидата не менее 10 родственников или знакомых. Других заставляют голосовать по так называемой форме номер 2, то есть не по адресу постоянного места жительства. Количество таких заявлений, по словам наблюдателей, в сравнении с парламентскими выборами выросло в 1,5 раза. Многие из тех, которые заполняли эти формы, жаловались на то, что они делают это под влиянием, по прямому указанию руководства. Минус в том, что мы просили этих людей написать заявление, документально подтвердить эти случаи, но люди боятся, потому что говорят, что в случае, если руководство узнает об этом, их ждет увольнение. Несмотря на то, что об использовании административного ресурса, по словам наблюдателей, озвучивается достаточно много информации, только несколько поданных заявлений получили общественный резонанс. Остальные жалобы были отклонены в силу слабой доказательной базы. Под давлением общественности ЦИК за высказывание в пользу одного из кандидатов меру ответственности вице-премьера Зилалиева все же рассмотрел. И хоть какое-то дисциплинарное взыскание к нему было применено. В отношении преподавателей юракадемии было возбуждено даже уголовное дело. Однако ни в том, ни в другом случае какой-либо юридической оценки со стороны главного надзорного органа Генпрокуратуры до сих пор так и не последовало. Вот эти жалобы по применению административного ресурса на фоне вот этого бездействия, они так и будут поступать в форме анонимных жалоб. Понимаете, мы видим, что вот яркие примеры не расследуются должным образом, меры не принимаются. И люди видят результаты работы государственных органов и... Однако, каким бы жестким ни был административный прессинг, по словам директора общественного фонда «Гражданская платформа» Айнуры Усуббековой, в кабинке для голосования у избирателя все еще останется выбор, которым он может воспользоваться без каких-либо для себя опасений. Именно вот эта вот техника, которая внедрена на выборах, она самими кандидатами является, как инструментом запугивания является. Они для граждан говорят такую информацию, что там у нас и камеры есть, и мы к серверу подключены, или там миллион всяких по отпечаткам пальцев мы узнаем, по копиям паспортам. На самом деле этого невозможно. Тайна голосования сохраняется. В рамках независимого наблюдения гражданским фондом в 12 городов было направлено 15 долгосрочных и 500 краткосрочных наблюдателей. По их оценкам, работа ЦИК в предвыборный период и готовность избирательных участков оценивается как удовлетворительная. Болот Исаев, Нурбек Капаров, НТС. В Фейсбуке запустили опрос, кто может победить на предстоящих президентских выборах. Пользователям крупнейшей в мире социальной сети предлагается принять участие в народном рейтинге кандидатов. В нем сообщается, что в прессе опубликованы различные рейтинги, и насколько им можно доверять, неизвестно. А этот рейтинг является независимым, который никоим образом не финансируется и не контролируется. В опросе на данный момент приняли участие более 4000 фейсбукчан, и лидирует в рейтинге Нурбек Бабанов. За него свои голоса отдали более 40% участников онлайн-голосования. За ним следует Сооронбай Жээнбеков, у него чуть больше 20%. Замыкает тройку Адахан Мадумаров с 10%. Напомним, всего на должность президента у нас баллотируется 11 человек. Выборы пройдут в предстоящее воскресенье. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.